Я помню, как первый президент Ахмад Хаджи Кадыров Далгазов Кобулдочин сказал, что вот по исламу 23 марта это разделение весны и зимы. И проведя в этот день референдум, мы надеемся, что этот день станет разделением войны и мира. Не случайно была дата выбрана. Вот смотрите, если анализировать, каким был 23 марта, с одной стороны, это была надежда, что после него мы обретем права, что они будут признаны, и мы заживем мирной жизнью. А тогда другой мечты не было, кроме как того, чтобы жить в мире. И даже думалось, а как бы сегодня мы жили, если бы не было бы войны? Вот какие вопросы решали, какими проблемами занимались бы. Была надежда. С другой стороны, в воздухе висело напряжение, потому что тех, кто готовили референдум, убивали. Обещали взорвать избирательные пункты. Обещали отомстить тем, кто пройдет и просто проголосует. То есть людям пытались отказать их праве выразить свою волю. Причем противники проведения референдума были не только в лесу, они были и по другую сторону. Те именно, кто входит в партию войны, кому интересно было продолжение войны в Чеченской Республике. Поэтому эта сила была достаточно мощной. Вот с одной стороны напряжение, с другой стороны ожидание улучшения ситуации. Вот эти смешанные чувства и были. Я тот день, когда отправлял съемочные группы на выезд, я был главным редактором аналитических программ ЧГТРК, тогда называлась в «Войнах». Вот. И я говорил операторам, корреспондентам, пожалуйста, снимите людей, покажите, как их много. Не ограничивайтесь только избирательным участком. Покажите всю очередь, которая за ней стоит, чтобы через 50 лет другие не могли говорить, что референдум – это блеф, что люди не приходили, что это были подставные, а чтобы каждый смотрел лица и мог узнавать. Это пошел и показал мой отец, мой дедушка, мой прадедушка, что это были реальные чеченцы, которые в реальной ситуации сделали свой осознанный выбор. И не под дулами автомата, я подчеркиваю, охранялись избирательные участки только от тех, кто не хотел, чтобы народ получил возможность выразить свою волю. Насильно никто никого не сгонял. И агитировали не за деньги. Люди ходили и друг другу советовали, что мы будем делать. Это была необходимость, там не до игр было, война шла. И надо было что-то решать. До тот момент, лично мое восприятие, после войны мы были бы довольны, если бы в первую очередь через какое-то время побелили бы, заштукатурили бы первые этажи и перестали бы бомбить и расчистили бы улицы. О таком бурном рассвете не мечтали и не представляли. И никто не думал, что кто-то решится на такие смелые мысли, там, такие здесь строят небоскребы и другое, третье. Просто все мечтали увидеть прежний Грозный, прежнюю Чеченскую Республику. Главное, чтобы не воевали, главное, чтобы не бояться за близких. Тогда хотелось проснуться, и чтобы все, что ты видишь, оказалось сном. Сейчас боишься, что проснешься и окажется сном. На самом деле кругом красиво. До этого чеченский народ, народы Чеченской Республики хотели, чтобы власти Ичкерии, власти России и остальной мир признал их право самим выбирать, отделяться от России или быть в составе России. Ичкерийская власть это право так и не признала. Российская власть после столько времени противостояния, взаимодействия, снова противостояния, снова взаимодействия, наконец-то признала право самоопределения. И тогда чеченский народ, народы Чеченской Республики решили остаться в составе России. И не потому, что не в состоянии самостоятельно жить и строить свою жизнь. Мы же ведь жили до того, как узнали Россию. Жили, будучи противопоставленными России. А потому что понимали, что жить в составе России – это намного лучше. И в плане безопасности, и в плане самореализации, по всех отношениях. И сегодня
опять же, чеченский народ и народы Чеченской Республики надеются, что выбор его будет признан остальным миром. Почему я говорю надеются? Потому что это очень актуально. И сегодня не перевелись те, кто хотели бы, чтобы Чечня снова утопала в крови. Те, кто были у власти Ичкерии, беспредел, со стороны которых, собственно, и повлиял не в последнюю очередь на выбор остаться в составе России, снова без зазрения совести нам говорят, что надо повторить тот же путь. Какой, кстати, с какой целью? Чтобы они снова шиковали или самореализовывались, возвышаясь над простыми людьми. Чеченский народ в состоянии выдавить из своих рядов, как ответ на трудные времена, достойных сыновей и дочерей, которые могут и отвечают за судьбу своего народа. То, что ичкерийская власть себя дискредитировала, это только означало то, что и раньше догадывались, что это не были лидеры, это были лже-лидеры. Задача, которая была помочь избежать появления настоящих лидеров. Все шло по сценарию. И весь последующий путь, вот 20 лет развития, они действительно годы развития во всех отношениях. Не без проблем, конечно, потому что деградация во всех сферах была очевидна. Но успехи тоже очевидны. От них ни слепому никуда не деться, ни глухому, потому что ощущается. Другое дело, что у каждого человека, живущего в Чеченской Республике, как и у всех остальных, есть свои проблемы. Но жизнь так устроена, что каждый человек должен решать их всю жизнь. Идеальное общество – это не тогда, когда проблемы всех решены раз и навсегда. Это тогда, когда создается возможность для того, чтобы обустроить свою жизнь. И с этим у нас, не то что неплохо, у нас хорошо. Есть и создаются условия. Есть вопросы, которые сразу не решить. Это повышение общего уровня образования. Это исправление искривлений в религии, которые нам навязывали. Это очень большая работа, которую делали денно и ношно, и которая дала свои плохие исходы. Вот, скорее всего, это даже не сходы и не урожай, это сорняк, который мешает урожаю и хорошим сходам. Сегодня, сейчас нам, каждому из проживающих в Чеченской Республике, очень важно ничего не сделать того, что испортило бы ситуацию. И делать все от него зависящее для того, чтобы она стала еще лучше. Почему я заостряю на этом внимание? Не надо никому думать, что все позади. Все всегда присутствует, смотря что затронут. Да? Поэтому, когда пытаются затронуть нас негатив, эксплуатировать нашу историческую память, надо себе осознавать, кто и с какой-то целью делает. Это не значит, что надо отказываться от своей истории, отказывать себе в праве на историческую память. Это не значит, что нужно забывать то, что пережито. Наоборот, забыть это было бы стыдно и недостойно. Но это значит, что из всего этого надо делать выводы, которые позволят потомкам нашим избежать повторения трагедий, которые произошли, я это хочу подчеркнуть, не по вине чеченского народа. Странная ситуация случилась, когда оставляли оружие в 91-м, не спросили чеченский народ, нужно оно вам или не нужно. А когда потом востребовали обратно, сказали, пусть чеченский народ сложит оружие, как будто по паспортам выдавали его каждому из нас. Народ никогда не бывает самостоятельной политической силой, которая что-то решает. Бывают просто группы людей, которые от имени решают народа. Одни в хороших целях, другие корыстных. Народу пора выработать иммунитет против своих и чужих проходимцев. Сегодня, может быть, кому-то покажется странным, что я углубляюсь в эти вещи и говорю, вместо того, чтобы ограничиться поздравлением и констатацией наших успехов, но ведь главное не то, что мы сегодня достигли, главное сохранить это и приумножить. А чтобы сохранить и приумножить, нужна адекватная оценка
того, что осталось позади. И эти 20 лет после референдума, и многие-многие века до этого референдума. Я от души желаю каждому чеченцу, каждому не чеченцу, жителю Чеченской Республики, чтобы над нами небо всегда было мирным. Но желаю это не только нам всем, а всем людям на земле. Врагу даже не хочется пожелать, чтобы они испытывали постоянный страх за своих стариков и за своих младенцев. Вот в любой войне самая большая мука вот это. Постоянно бояться за других. Сегодня есть команда, которая взяла на себя ответственность, которая решает проблемы. Людям как бы поспокойнее думают, у нас есть впереди лидер, есть команда, а тому, кто впереди всех, впереди него никого. Над ним Всевышний, ему отвечать. Вот тяжесть ответственности больше всего у того, кто идет впереди. Но Рамзан Ахматович справляется, команда старается не подвести. Народ, в принципе, весь народ, есть команда, поддерживает эти начинания. И сегодня в большом мире нас узнали не только как воинов, а тех, кто способны к созиданию. И в остальной России стали осознавать, что мы понимаем человеческий язык, не понимаем только окрики. Если с нами говорить на равных, мы можем не только не мешать, мы можем помочь и защитить. И это сегодня доказывают наши братья, участвующие в специальной военной операции. Это доказывали наши молодые люди и девушки, которые здесь наводили порядок в Чеченской Республике. В принципе, это доказывает каждый, кто не делает ничего плохого. Тем более доказывает, если что-то делает еще и хорошее. Чтобы считаться патриотом, не обязательно каждому совершать подвиги. Главное не совершать ничего, что вредит остальным. Сегодня, несмотря на то, что нас делили и по вирдам, и по горным равнинным чеченцам, и по дудаевцам и оппозиционерам, по религии делили на традиционный ислам и ваххабистов. И как только еще не делили, несмотря на все это, общество показало, что оно здоровое, что оно может преодолеть искусственно вкрапленные противоречия и продолжать быть единым народом. Это очень важно, это очень мощный ресурс для развития в будущем. Произошло, что те, кто пережили эти времена, старались всячески защитить тех, ради кого преодолевали все эти трудности, своих детей от всех невзгод. И, видимо, там тоже пережалели и не стали рассказывать в свое время. А те, кто родились позже, они это не видели, для них это как фильм или как книга, которая не про них. Да и родители, занятые последствиями выживания, не всегда выбирали время. Поэтому сейчас не все осознают эти трагедии, как происшедшие с ними. Другие берут из Ютуба и осознают это однобоко. Но молодежи в первую очередь важно правильно понимать, потому что им дальше жить. Вот, им дальше жить. Сейчас есть в школе урок, разговор о важном. Если наши преподаватели будут на этих уроках не просто заниматься констатацией каких-то вещей, а будут заниматься именно этой работой, в том числе рассказом, пересказом нашей истории, правдивым пересказом нашим детям, а дома будут заниматься этим же и родители, то ситуацию можно исправить. Если нет, то как бы вырастет поколение, скажем так, сытое поколение, которых не коснулась проблема. И это может сделать их беспомощным, если вдруг проблема появится. Так всегда бывает. После тяжелого времени приходят легкие. Если легкие слишком легкие, неумение ценить приводит к снова тяжелым последствиям. Чтобы этого не произошло, сейчас, если
вот каждому, кто меня слушает, каждый, кто в состоянии сейчас отвлечься на минуту от своего телефона и прислушаться, я призываю все-таки заняться изучением недавней и давнишней истории и попытаться стать ответственным за себя, за свою семью, за своих родственников и так далее, чтобы все нации ответственно или сознательно не бывают, все люди тоже не бывают. Просто из наций, если большее количество выходит нормальных, нация нормально развивается, если большее количество сходит с ума, то подавленное меньшинство теряет способность к сопротивлению, и нация приближается к пропасти. Вот. Поэтому очень важно, чтобы молодежь не воспринимала эти даты как официоз, а воспринимала их как повод еще раз остановиться и задуматься о своем прошлом и попытаться представить себе, каким хочет видеть свое будущее. Это сегодня многим кажется, как будто бы Ахмад Хаджи или Рамзан Ахматович начинали это, зная, что придут к такому. Они начинали, не зная, что будет с ними, с их близкими. На карту было поставлено все. Единственное, что они точно знали, что это всегда могут лишиться жизни за эти свои смелые поступки. И что даже расплатиться своими жизнями за это могут их родственники. Когда начинали, эти были одни из чеченцев, которые взяли на себя ответственность за всех остальных чеченцев. Ни по должности, должность этому их не обязывала. А по зову вот, религиозных сердец. Вот как Всевышний велит, да, кто может, тот и делает. Нам повезло, что у него были знания религиозные, накопленные за всю предыдущую жизнь, которые позволяли опровергать тех, кто говорил, что это неправильный путь. Нам повезло то, что он сумел окружить себя теми, кто готов тоже пожертвовать всем, чтобы к этому мы пришли. Это сегодня эти люди, генералы, там, руководители и так далее. Тогда это были безработные, которые не знали, переживут войну или нет, но готовы были умереть за то, чтобы чеченский народ его пережил. Поставили на карту все. И в этой связи роль, сколько бы ни оцениваю, переоценить невозможно, недооценить всегда есть риск. Я тогда жил, я тогда боялся за своих родных и близких. Я тогда думал, что и кто нас из этого всего спасет. Поэтому я безмерно благодарен каждому, чье имя знаю и не знаю, но кто приближал мир в Чеченской Республике.